kā visi zina, mums ar Taņu patīk vadīt kopā nodarbības, mums patīk. Да. Я скажу так, что когда я стала работать в Vibe, я поняла, что вот когда ты рядом стоишь с мастером, это классно. Всегда есть какая-то пауза, когда ты вдруг чувствуешь, что тебя вот поддерживают, что у тебя каждый момент есть вот такая вот поддержка, которая классная, красивая, и еще я обожаю смотреть на Vibe, как она двигается. Вот просто можно смотреть, и смотреть хочется. Brīnišķīgi. Kā visi zina, tas, ko mēs sakam labi par otru, tas pilnībā ir stāsts par mums pašiem, vai ne? Tieši tā. Tur ir tāds pats tā kā es tieši visu to pašu arī varētu teikt par Taņu un plus vēl to, ka man vienmēr prieks ar Taņu un ar visiem kopā. Un laiks šobrīd, mēs ar Taņu šodien ļoti ātri parunājam, tāpēc, ka Taņai bija vakar interesants notikums, ja? Nodarbība notikums, es ātri pavaicāju, mēs tā to, ko ātri pārunājām. Ilza arī bija, jūs esat, es dzirdēju, jā. Super. Un ātri parunājām, ka laiks ir ritīgs šobrīd tāds. Un tad man prieks, ka mēs visi varam būt kopā tādā īpašā laikā. Jā, tad šodien mēs turpinam ar daudziem, ar kuriem jau esam sākuši šo tēmu par vibrācijām, kas ir plaši un pilnīgi nemaz nav jāuztraucās tiem, kas ir pirmo reizi vai kas kādu no nodarbībām ir izlaiduši, jo tas nekas, jā, vibrācijas ir tik plašs tēma un viss ir aptveroši. Vibrācijas un dziedināšana, mēs ar sevi varam dziedināt katru sekundi, mēs ar vibrācijām visapkārt saskanamies katru sekundi, tā kā nekas traks. Jā, nebijāt pagājušā reize, vai nebūsiet kāds, kas teica, kas nākamreiz nebija. Да. Мы чуть-чуть повыпендривались вначале, да, чтобы задать такой веселый настрой. И абсолютно все сейчас прошли интересное время. Вот интересный момент. И, наверное, кульминация этого момента была в воскресенье, в прошлое, суббота, воскресенье. Помните, стоял туман, густой туман. Что происходит, когда стоит туман? Происходит то, что в этом тумане ментальный план, эмоциональный план достаточно медленно очищается. То есть мы все оказались одномоментно в некой соковарке или как это, закрытой емкости и в собственном соку. Вот каждый оказался запечатан этим туманом в собственном соку, потому что вот это вот туман – это то, что уплотняет электромагнетизм. Вернее, не электромагнетизм, а магнетизм, именно магнетизм. Мы оказались в некой такой женской составляющей, в крепкой составляющей и в собственном соку. И этот момент нам всем из этого тумана отзеркалил все свои несоответствия. И помимо этих несоответствий, тот, кто не вылез из постели, поздравляю, помимо этих несоответствий мы еще увидели других тоже под увеличительным стеклом, через свою призму. И эти энергии, они, как понимаете, два одинаковых заряда, и происходит как разрядка. И поэтому, когда я оказалась в понедельник у себя в кабинете, то оказалось, у всех прошло все сложно. Кто-то поймал себя на суицидальных наклонностях, кто-то поймал себя на том, что сейчас зарежу мужа, кто-то поймал себя на том, что все надоело и очень грустно, кто-то оказался в аварии, классно, авария случилась, машина не восстанавливается, но на самом ни одной царапинки. И это тот момент, как первое предупреждение. Спасибо Господи, что взял деньгами, да, называется. Вот. Всем понятно по-русски? Достаточно? Jā, citu, vai visiem ir skaidrs? Un arī, vai, ja es latviski runāju, visiem ir skaidrs, ja? Вот. И вот эти моменты, они как вот Вселенная что-то дала знать, Вселенная что-то показала. Вселенная каким-то образом в этом тумане проявила то, что есть. И знаете, что происходит? Тот, кто чутко чувствовал это пространство, тот сидел, не вышел из дома и решил, все, даю себе расслабиться.
Вот полежу, поваляюсь, посижу сам с собой, там еще что-то. И это, поздравьте себя, вы классно просекли тенденции в пространстве, и ваша интуиция вас от многих дел обезопасила. Вы позволили себе полениться. Вы не говорили «вставай и иди», а идти не хочется. Вы оказались в синхронной настройке с пространством. Но для чего это надо? Потому что после этого тумана резко пошло расширение. Вот представляете, как некий вакуум такой, когда все как бы проварились в собственном соку, а потом резко пошло расширение, и нам всем грудную клетку и сердечную чакру все до пустоты растянули. Растянули, что мы хватали воздух, как рыба, да? И хотели отдыхать, и думали, вот вроде как расширяюсь, но внутри такая дырка, такая пустота, и такое вот что с этим делать? И кажется, кто-то не любит, кто-то не понимает, кто-то вообще, и вообще мне все так плохо, что не знаю, что делать и вообще куда идти. Хотя явных в жизни событий никаких, чтобы было плохо, нет. Но самочувствие такое, когда идет резкое расширение, самочувствие некой я даже не знаю, как сказать, пустоты внутри. Jā, drīkst es pakomentēt no savas puses vēl pateikšu, tā gulēšanas vēlme un tas, tāds, mēs to vecās zemes valodā, vecās realitātes valodā saucam pa gulēšanu. Es piedāvāju, es tā sajūtu, un joprojām esmu pārliecināta, kāds ir jūsu domas, mēs to varam saukt drīzāk par tādu vēlmi būt apzinātā, to, ko sauc par meditāciju, vai drīzāk tādā, es gribētu piedāvāt likt vietā jau augstākas pakāpes, jau augstākas vibrācijas, teiksim, to, ko darīt ar tādu stāvokli, jā. Saprotat, par ko mēs runājam? 3D realitāte tā ir vēlme gulēt. Tā kā mēs esam atvirzējušies iet augstāk, smalkāk, tālāk un plašāk, tad, manuprāt, tā bija liela tāda izdevība, iespēja meditēt, būt ar sevi, būt visur, būt tā kā. Piemēram, es pavadīju mājās šitā, sēžot, man gulēt nāca miegs, jā, bet es gribēju sēdēt taisnu muguru un vienkārši tādā nulles punktā. Kam vēl tā bija? Bija kādam līdzīgi? Jā, es varu sēdēt tā kā tāds. Jā, var visu, var dažādi būt, tās ir manas sajūtas. Un tas, ko mēs šodien ar Taņu stāstīsim par emocijām, arī šobrīd viss šādas tādas lietas, kas nāk šīs te enerģijas, vibrācijas, mēs viņas varam sajust jaunākā, smalkākā, augstākā kvalitātē, ja? Pa emocijām mēs dabūnam. Tā, lai nebūtu apmulsums. Piemēram, es šodien arī esmu sagatavojis stāstīt par mieru un par iedvesmu un par tādām, kā viņas balansējās, ja? Kā tu balansēt šo stāvokli, ko mēs runājam, tikko, ja, to nulles punktu un tā. No savas puses vienmēr šādos brīžos pēdējā laikā atceros filmu Orlando, kurš ir redzējis. Bija tāda pirms gadiem 10-15 ar Tildu Svintoni uzņemta filma Orlando. Ir grāmata Virģīnijas Vulfas, kāds varbūt zina, es angliski mēģināju lasīt, ļoti tādā speciālā valodā rakstīt. Kad es lūdzu Endriju, lai man patulko dažas vietas, viņš tā paskatījās, viņš ir ļoti izglītots valodā. Arī, kas viņa vecāki ir skolotāji. Viņš teica, šitā valoda nav vienkārši lasīt. Un latviski, manuprāt, es nezinu, vai ir tūkot, bet to filmu es iesaku noskatīties. Tas ir stāsts vairāku gadsimtu garumā, kur visu laiku viena būtne, teiksim tā, Tilda Svintona viņu spēlē. Un tad viņa ir sieviete, tad viņa iekrīt tādā letarģiskā miegā, nezinu, cik tur kādreiz gadu pat paiet. Un viņa pamostās nākamajā vai kaut kādā gadsimtā, vai vietā, un pārdzimusi kā kaut kas cits. Es vienmēr ļoti atceros šo stāstu šajos brīžos, jo man tas arī, man vienmēr tāds signāls, un vienmēr ir iespēja arī, šie brīži man nav tik ilgi, varbūt kā Orlando, ja? Teiksim, tur gadiem kādreiz ir man tas vairākas dienas, un tad pilnīgi, ja tu tā atļaujies, tanī
ieslīgt, aizmigt, izkust, ja, izšķīst, nekā pilnībā paļauties, tad, kad ir tas laiks atmosties, tu pilnīgi ar tādu pārsteigumu, ja, bez kaut kādas iekšējas gatavošanās, kaut kādām speciālām gaidām, kas tur varētu būt tā kā viņa piegāja, es pilnīgi filmā atceros, viņa piegāja pie spoguļa un viņa teica, viņa tā skatījās uz sevi, skaisti, viņa teica, same soul, different body. Tā, viņa ļoti iesaku, patīk tev tā filma, ja? Tā ir viena no manām mīļākām filmām, es atrodiet, iesaku, pa mūsu tēmu, lieliski. Tas tā, labi. Ну, как бы мы вошли в это пространство, немножко определили, что происходит. Ну, мы же чуткие все и отметили, что кто-то поймал, кто-то не поймал, кто-то пережил, как это, черную ночь души, кто-то вполне благополучно выехал через эти вибрации и даже кайф получил. Потому что это нельзя назвать плохой энергией, это можно назвать классной энергией, на нее надо только уметь садиться и расправлять крылья. И тогда все получится. То есть пропускать все, что мы задерживаем, все, что мы пытаемся задержать и рассмотреть подольше в современных энергиях, оно нам поднатывает и поторапливает. Поэтому все, что должно происходить, все, пропускаю, об этом я подумаю потом. Или вообще я полностью живу в переменах, я настолько готова к переменам, я принимаю все, что приходит. Я принимаю и учусь принимать без навешивания ярлычков, потому что сейчас такая энергия, что все ярлычки пора менять, что все это вообще не об этом. И было раньше такой ярлычок, а сейчас мы уже меняем табличку или вообще ее не имеем, потому что это жизнь. Все, жизнь живет через нас, через каждого из нас. И когда мы затеяли этот курс про вибрации, мы, конечно, его хотели сделать, что вот основной нитью проходит, что жизнь, она вот такая. Она вот такая, а там уже вибрационных инструментов, которые помогут нам эту вибрацию выстроить гармонично с окружающим пространством, навалом. Это и камни, и звук, и масла, и движение. А с движением еще одна есть фишка. Каждая мысль у человека для того, чтобы было комфортно жить, должна заканчиваться движением. Должна заканчиваться на кончике руки или на кончике ноги. Значит, все мысли должны быть пропущены гармонично в эмоциональный план и выпущены через тело, через движение. Это как бы результат того, что мы имеем тело. Мы можем через него получать уникальные наслаждения, которые доступны нам в этом мире проживания физической реальности. И поэтому, когда мы складываем векторы, я все время об этом говорю и все время напоминаю на каждом занятии, вектор ментального поля, вектор эмоционального поля, вектор физического действия должен быть четко выверен еще и с вектором вашей духовной задачи или вашего духовного движения. Чтобы здесь не было, думаю, что я духовный человек, тут я жадничаю, тут я кого-то ненавижу, тут я еще и кому-то кулачком грожу, а тут я вообще просто сижу перед телевизором и ничего не делаю. А куча мыслей мимо ходит, и все мои векторы в разные стороны. И тогда получается в жизни хаос. Что делает Вселенная? Вселенная смотрит и говорит, а я не знаю, что этому человеку давать. Что ему давать? Вот какую энергию ему посылать, потому что наши действия, наши мысли, наши эмоции, когда они сложены, они приглашают определенный энергетический пакет из пространства для себя, для реализации. И этот пакет всегда больше, когда он, вот дух спускается в материю. Потому что если каждый человек будет говорить, о, я такой вот в таком вот теле, вы мой ангел, вот такой. Мы все точно знаем, что там все воздушное больше. И сюда оно идет таким клинышком и якорится через вас в землю. Значит, моего вдохновления или моего творчества, или моей окрыленности мыслями там должно быть там больше, но я должен это вместить и перевести в дело и в действие. И тогда на физическом уровне этого будет тоже много. То есть вот так мы каждый своими действиями творим полотно жизни, складывая свои векторные направления для комфортной жизни. И... Нет, не надо. Нет, я так не дам.
Вот. И поэтому мы вот здесь собираемся, и вы знаете, творим пространство, выстраиваем его в гармоничном варианте, и у нас всегда больше женщин. Ну, сейчас есть перекос в женскую сторону. И вчера вот шаманка Айна очень классно сказала, когда женщина пришла и сказала, я вообще хочу сделать бубен для женских практик. А та ей совершенно грамотно сказала, вы хотите ходить на одной ноге? Так оно и есть. Потому что все должно быть в гармонии, именно в гармонии. Но пока маятник, когда пришла женская энергия, начались женские практики, ну, наверное, лет 25 назад, по сути дела, она начала так массово загружаться, и уже сейчас, к нашему моменту, классно все описано, сделаны методики, тра-та-та. Но что мы видим? Маятник качнулся часто в другую сторону, как всегда, для того, чтобы найти новое равновесие. И пока надо из девочек как будто бы больше, классно, что у нас есть мужчины. А что это значит для Вселенной? Это значит, что представительство присутствует, все, присутствует, и этого достаточно. А мы будем знать, что помимо того, что мы богини, но мы внутри несем баланс мужского и женского. Внутри каждый из вас есть ваш мужчина, и он не должен быть задавлен, убит и растоптан. То есть должна быть определенная гармония внутри каждого из вас. Но маленький перекос на женскую сторону. И сейчас можно я расскажу про кристаллы, а потом мы в этом пространстве сделаем